И вот у меня вопросы именно, те вопросы, которые я предыдущие поднимала, в частности, именно по Министерству образования. Министр образования, доктор Гуль Кендербаева, она вообще, я так поняла, игнорирует парламент. Ее интересует только программа STEM, 12-летнее образование, которое нам совершенно не подходит, и так далее. Вот чьи интересы она лоббирует? Почему те проблемы, которые возникают у нас в школах, и сегодня мои коллеги выступали о том, что открываются детские сады, но не могут обеспечить воспитателями и техническим обслуживанием, что это все переложили на местную власть. Министерство образования эти вопросы не контролирует совершенно. Для чего это все делается? Почему в 26-й школе конфликтная ситуация создалась? Вы понимаете, что такое массовое увольнение учителей? И я получаю формальный ответ от заместителя министра Касымалиева, там, где он пишет, что в настоящее время министерством разрабатывается цифровая платформа «Национальный резерв педагогических кадров». Почему этот вопрос сейчас только разрабатывается? Почему в период летних каникул не ставился этот вопрос? Почему не решался? Почему дефицит педагогических кадров у нас? И почему именно когда начинается учебный год, мы поднимаем эти вопросы, возникают такие моменты критические? Почему накануне эти вопросы не решаются? И когда мы будем получать ответы от министров? Давайте уже к ответу, наверное, всех руководителей призывать, потому что уже руководитель ни одно письмо не подписывает, подписывают только замы или начальники управления, уже дошли до этого момента. Я прошу на это обратить внимание и хотелось бы потребовать в соответствии с законом все ответы на поставленные мной вопросы именно руководителей. Ответ руководителей.